Друзья, добрый день, Тадик Халшин. Так, вчера закатала помидоры, сегодня вот буду делать салатики, ну сколько успею. Значит, сегодня хочу сделать, вот первым делом хочу сделать салатик из баклажан десятка, все по 10. Значит, что нам для этого нужно? 10 штук болгарского перца, 10 луковиц, 10 баклажан, 10 помидор, 10 зубчиков чеснока, значит, 300 грамм, 300 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли. И если добавлять уксус, то 150 грамм уксуса или 1 столовую ложку салицилового порошка. Значит, я добавляю обычно салициловый порошок. Друзья, я не люблю уксус. Это мой любимый салатик. Но у меня тут не 10, у меня тут все по 20. Я хочу сделать двойной, ну, в 2 раза. 2 замеса, как говорится. Потому что я его сама люблю и сама его ем. И мальчики тоже мои его любят. Ну вот сейчас нарежу это все, вам покажу. Его надо варить час. И банки не нужно стерилизовать. Час проварил и закатал. Очень вкусненький салатик. Мне нравится. Друзья, так, резала баклажаны только что на этот салат, но мне позвонила моя постоянная клиентка, давно не покупала, ну, она мне звонила, но я ей сказала, что у меня заболела корова, но она сейчас сегодня позвонила, говорит, вылечилась, коровы нет, она любит именно сыр у меня покупать, мой сыр, и говорит, будет ли сыр, ну, уже, ну, я их, как раз у меня было накоплено молоко, сказала, что будет. Значит, я согрела, тут 12 литров молока, согрела молоко 35 примерно вот так вот градусов, 40 может быть. У меня и градусник есть, но я не стала ложить. Так, пользуюсь я вот такой вот, ну, она, не знаю, как закваска, как она называется. Правда, мне дочка привозила как-то жидкое, она мне больше понравилась, но его не было у нас здесь купить. Так, он называется, значит, так, микробиальный ренин мейта. Это 1 грамм на 100 литров молока, значит, это на 10, на 100 литров молока, в 10 раз я могу его сделать. Значит, я его развела в 10 столовых ложках воды обычной комнатной температуры, ну, чтобы у меня не ставить штатив, потому что штатив у меня стоит для салата, чтобы я снимала. Я вот сюда налила, вот в этот стакан уже заранее налила столовую ложку и чуть-чуть больше, потому что тут 12 литров молока. И вот налила сюда, теперь перемешаю. Молоко жирненькое. Перемешаю. Что-то у меня сегодня корова снова, я что-то не поняла. То ли ей надоел корм, что-то корма мало поела, не знаю, но послала сына в ветаптеку купить для профилактики. От клеща еще надо будет ей сделать укол, купить укол. Ну, препарат купить. Сама сделаю укол, не стала вызывать ветврача. Так что что-то эта корова меня в этом году подводит. Вот когда я могла продавать продукцию, у меня кое-какие денежки были. Но видите, в этом году что-то так. Ну ничего, алхамдулилла, на все воля Аллаха. Так, мух поналетела. Сказала, чтобы дихлофосику купил. Если хотя бы в 2 дня 1 раз не попрыскать от дихлофоса, этих мух вообще столько бывает. Хоть и шторка висит, но все равно залетают, ухитряются залететь. Ну все, и теперь больше не будем мешать. Теперь будем ждать, пока вот она заквасится, пока схватится, пока не получится сгусток. Так, что-то тут плавает. Штучка черненькая какая-то. Вот, все, поймали. Ну все, друзья, теперь пошла дальше резать свои баклажаны и помидорчики.
И вот, друзья, все я переложила сюда. Значит, все, что я нарезала. Помидоры, баклажаны, болгарку, еще зелень. Вот видите, зелень накрошила зелень. Теперь сюда нужно налить мне, потому что, я скажу 600 миллилитров, но чтобы вас не перепутать, на 10 баклажан, ну, все по 10, нужно 300 миллилитров подсолнечного масла. Так как у меня 2 замеса, то у меня 600. Вот так вот, друзья. И теперь 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли на 10. А у меня их 20, значит 4 столовые ложки у меня. 1, 2, 3, 4. И также 4 столовые ложки сахара. Это для меня. А для вас, кто будет по 10 делать, то только 2. 1, 2, 3, 4. И все. И я тут добавила 3 острых перца, ну вы, наверное, видели. Теперь вот это все мы перемешаем и поставим на огонь, чтобы она варилась в течение, ну, чтобы салат варился в течение часа. За это время я помою себе баночки, подготовлю все, и салатик готов. Так, уксус и салицилку надо добавлять, ну, минут за 10 до готовности. Если хотите уксус, а нет, так салицилку. Я уксус не добавляю, я добавляю салицилку. Так, вот разбила я сыр вот на такие вот, видите? Он теперь у меня сядет на дно, и я его переложу в друшлаг. Специально для сыра. Видите? Очень красивое получилось сырное зерно вот такое вот. Сыр будет вкусненький. Почти все разбито, видите? Все. Теперь подождем немножко, минут 10, наверное, постоит. И будем перекладывать сыр. А вот теперь я вам покажу, что происходит с салатом. Конечно, видите? Он вот такими вот большими, на 4 части штуку разделили, поэтому перец большой, и вот большими кусочками. Но вот это мне и нравится в этом салате, что он бывает вот такой вот запах, друзья, ну просто не передать, какой аромат идет от него. Ну, вот. Теперь будем, ну я засекла уже, будем ждать, пока он варится. Чуть-чуть я убавлю огонь, чтобы он там томился. Видите, тут еще много сока вышло. Все, и так много-то мешать тоже я не буду. Все, чтобы не разбивать, чтобы вот так вот оставались они более-менее куски большие, такие вот не разбавленные. Друзья, значит, у меня сыр отстоялся, ну, полчаса, говорю, минут 10-15. Сыворотку я вот начала сливать, но потом вспомнила, что я снимала. Ну, вот так вот я сливаю сыворотку, я не буду делать из него ничего, я не делаю, если честно. Да, из этого сыра делаю сыр рикотту, я и видела, и слышала, но как-то не пробовала, если честно. Раньше, когда-то, вот моя мама и моя свекровь, они вот кипятили эту сыворотку и делали вот такой был, ну, кто ингуши-чеченцы, наверное, знают, на зиму туабир готовили, потому что раньше холодильников таких больших не было, чтобы что-то это, ну, не то что холодильников, негде было купить, ни сметана, ни это как таковое, очень было редко. И делали специальное, это давнишнее, старое дуабир, туда делали молоко, кипятили, потом сметану добавляли кипяченое, я еще не помню что. И вот именно вот отсюда, от сыворотки, от сыра, вот именно эту рикотту еще варили, эту сыворотку, делали рикотту, и эту рикотту туда же добавляли. Ну, конечно, ни предки, ни я не знали, что называется рикоттой. Ну, вот так-то. Но я ничего не делаю с этого. Ну, попробую как-нибудь я сделать эту рикотту тоже. И вот так вот, друзья, понемножечку, потихонечку я переложу сыр сюда в друшлаг. Я не знаю, я, наверное, сама. Не даю вам видеть. И вот так вот немножечко сюда вылился. Но я перед этим, конечно, очень чисто вымыла раковину, если вдруг даже упадет,
чтобы подобрать его. Вот все, я его много не уминаю, ничего, даю вот так вот стечь сыворотки сама по себе. Но обязательно сейчас я его сначала присолю, друзья. Сейчас принесу соль. И вот так вот присолю. Сыр заберет соли столько ему, сколько ему нужно только. Так что бояться, что я пересолю, тоже не надо. Вот. Теперь я его переставлю сюда, чтобы он стекала туда жидкость. Я сейчас переставлю сюда в кастрюлю. Вот так вот. И буду ждать, пока, ну, минут 10-15 она вместе с солью будет туда протекать. Потом переверну и посолю уже вторую сторону. Но я тоже вам покажу. И вот, друзья, сейчас мне нужно сыр перевернуть и посолить снова. Вот так вот. Видите, какой получился красивенький. Вот так вот. Все. Теперь я посолю с этой стороны его. Так вот. И сыр практически готов. Я его буду еще несколько раз переворачивать. И несколько раз, наверное, по мере того, как я буду видеть, нужна или не нужна, подсаливать еще. Но, скорее всего, еще немножко надо будет посолить. Вот, друзья, я помыла баночки, налила кипяточек, туда положила крышки. Ну, это типа вот моя такая импровизированная стерилизация банок, как говорится. Теперь осталось минут 5 до готовности нашего салата. Смотрите, как он красиво выглядит. Я сейчас туда положу салициловый порошок, салициловую кислоту. Так, вот такой вот порошок. Вот салициловая кислота. Я всегда в салаты, аджики, вот это все кладу вот этот порошок. Так, по рецепту на 10 баклажан идет 1 столовая ложка. Значит, мне нужно положить вот такие вот 2 столовые ложки. Вот в пакетике, друзья, чуть больше 2 ложек получается. Я пожадничала и купила только одну пачку, а мне надо было купить 2. Вот 2 ложка. И все сейчас перемешаем. И минут 5 еще поварится, друзья, и потом я буду заливать. И вот, дорогие мои, салат я закатала. Вот из этих ингредиентов у меня получилось 12 баночек. Значит, из одного замеса, как говорится, из одной из одного числа ингредиентов, из 10, скажем так, получается 6 банок, наверное. Раз у меня 12, получилось из 20. Вот я их сейчас закатала, почистила сверху. Я никак не доберусь, не куплю себе, чтобы это самое поставить, не вываливалось у меня воронку. И теперь вот вынесу на улицу, наверное, там под навесом поставлю, переверну и закутаю. Ну вот как-то так, друзья. Салат из баклажан и сыр я сегодня сделала. Друзья, сыр я еще раз перевернула, чтобы он был ровнее, потому что он все-таки расплывается пока это. И еще раз посолила. Сыворотка, которую вот теперь уже вылила в сыворотку внизу, которая была. И теперь вот будет понемножечку стекать сыворотка. Но уже в этой сыворотке чуть-чуть она у меня уже завтра утром полежит, до того, как она ее заберет. Завтра к обеду я сказала, что сыр будет готов. Ну вот как-то так, друзья. В действительности теперь, наверное, я больше не буду именно в этот ролик выкладывать то, что буду делать дальше. Но я дальше еще сделаю аджику, потому что у меня еще есть помидоры и болгарский перец. Ну, а больше я не знаю. Ну, это все вы увидите сами, друзья. Если, конечно, вам интересно, и если вы будете смотреть. Ну, вот, как-то так, друзья. Спасибо вам большое за подписки, за лайки, за комментарии, за приятные комментарии. Причем
Я всем благодарна.